Невеселый молочник, молочный кризис по всей стране. В самой сложной ситуации Татарстан – лидер по производству белого золота. Есть ли выход? Эффект Долиной или бабушкина схема. Пострадавшие начали выигрывать суды, хотя до этого бились за правду 2-3 года. Чем все закончится? Обществу «Динамо» в Татарстане 100 лет, золотая эпоха и новый виток развития. Что дальше? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Вот смотрите, здесь он указывает, что есть утечка газа. Дом без газа – это меньшее зло, чем дом, в котором есть угроза безопасности нашей жизнедеятельности. Осторожно, угарный газ. Возможен ли отказ от газовых колонок и как еще можно предотвратить трагедии? Таким руководителем, как Батенчук, как Беляев, эта работа была организована. Они служили стране, городу, КамАЗу, и мы на этом воспитались. Победители на Каме. Автоград отмечает двойной юбилей. Чем удивит? Хотел сегодня начать программу с темы критики власти и в целом гармонизации правовой системы в России. С недавнего времени для нас, журналистов, и вообще для всех людей с активной жизненной позицией, общественников, различных волонтеров, это стало очень опасным занятием. Сплошь и рядом по всей стране выносились приговоры, да не простые, а весьма тяжелые. Сложилась порочная практика. Человек, покритиковавший политика, общественного деятеля или руководителя чего-нибудь, рисковал получить срок, ни много ни мало, за экстремизм со всеми вытекающими последствиями. Потери работы, блокировкой счетов и так далее. Этой ситуацией, безусловно, воспользовались нечистые на руку политики, общественные деятели, для которых широкое толкование статей Уголовного кодекса об экстремизме стало удобным способом наказать ретивого журналиста или активиста, которые посмели критиковать власть. Тут, конечно, ничего нового, все это уже было. Очень ярко портрет проворовавшегося городничего выписал в своей комедии ревизор Николай Васильевич Гоголь. Давайте вспомним этот бессмертный монолог. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага-марака. В комедию тебя вставит, вот что обидно, чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы, я бы всех этих бумагомарак, щелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку, дыму. Образ погрязшего в коррупции городничего, мечтающего стереть в порошок любого писаку, бумагомараку, который его посмеет критиковать, весьма актуален и сегодня. Чему смеетесь, господа? Над собой смеетесь. Мало кто заметил, но Верховный суд России недавно принял очень важное решение, которое, что греха таить, мне и моим коллегам, всем неравнодушным людям весьма облегчило жизнь. Как написала газета «Коммерсант», судьи Верховного суда обсудили, какие действия влекут уголовную ответственность за разжигание ненависти или вражды. Статья 282 УК РФ. Было решено, что к экстремизму не относится критика, подчеркиваю, критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей, если она связана с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом. Точка. Это очень важное решение Верховного суда. Оно вернуло в законодательное поле понятие общественного контроля и права людей на критику власти. Без механизма общественного контроля невозможно нормальное развитие любого общества. Гласность – лучшее средство борьбы против коррупции и произвола. Повторю, это решение Верховного суда состоялось очень вовремя, когда приговоры за критику начали штамповать по всей стране. Я уже говорил в прошлой программе, что в российском обществе назрел
очень сильный запрос на социальную справедливость. Особенно ярко он проявился в деле известной певицы Ларисы Долиной, которая в результате, скажем прямо, несправедливого решения суда вернула назад проданную квартиру и пыталась не вернуть полученные деньги. Верховный суд, как вы знаете, квартиру у певицы отобрал и передал добросовестному покупателю, который заплатил за нее Долиной более 100 миллионов рублей. Кажется, всем все понятно, но не так-то просто остановить запущенный Долиной маховик судебных процессов. В России не спадает волна отмен сделок с квартирами на вторичном рынке. В суды летят иски с требованием вернуть жилье, проданное якобы под давлением мошенников. Так называемый эффект Долиной, или как его еще называют, бабушкина схема, никуда не исчезла. Мы уже рассказывали историю казанца Динара Ахмадуллина, который по-прежнему ждет справедливого решения суда уже несколько лет. А на днях в Акитовском суде рассматривали еще одно подобное дело, в котором фигурирует заслуженный врач республики. Рынок недвижимости столкнулся с эффектом домино. Вырос страх среди покупателей, сделки начали срываться, а власти обсуждают введение новых правил от периодов охлаждения до обязательных спецсчетов. Диляра Юсупова о том, на какой стадии мы сейчас и дождемся ли глобальной справедливости на рынке сделок с недвижимостью. Вторичный рынок жилья в России переживает кризис доверия. Практика по громкому судебному разбирательству заставляет покупателей опасаться сделок. Но это не значит, что вторичку не покупают, как говорится, на свой страх и риск. При этом количество пострадавших по стране перевалило за 100 квартира. Вот в этом доме по улице Вишневского тоже стала предметом судебных споров. Ситуация осложняется еще и тем, что фигурантом дела является заслуженный врач республики. Сделку купли-продажи квартиры оформили. Стоимость составила около 16 миллионов рублей. Семья Боболевых получила ключ и въехала, но продавец почему-то не спешила выписываться. Мол, времени в обрез, уезжая в Казахстан. Сделка купли-продажи была заключена 15 октября 2024 года, а акт приема передачи и выселения Урманчеевой из квартиры произошло практически спустя 3 недели после этого. То есть, это в каком надо быть заблуждении на протяжении месяца-полутора от момента, как ты выставила квартиру на продажу, показала ее людям, торговалась по поводу этой квартиры, по ее стоимости, участвовала в сделке, получила деньги, съездила в Казахстан к дочери, вернулась, выселилась, наняла клининг эту квартиру, чтобы полностью привести в порядок, передала ключи покупателям, съехала. Теперь оказывается, что она была все это время в невменяемом состоянии. Невменяемость в таких случаях распространенный сценарий, как и переезд. Вот прям срочно надо, еду в новую жизнь, но почему-то эта новая жизнь всегда по итогу оказывается в старой квартире. И тут же подается иск о несостоятельности сделки. Заявления уже вам известны. Обманули мошенники, деньги забрали, квартиру верните. Они скрыли, что у этой семьи, у продавца Урманчеева имеется еще жилье, недвижимое имущество, машина, место. То есть она себя позиционировала как жертву, как потерпевшую, но по факту очень много информации было первоначально сокрыто. Представитель истца в суде так и заявляет: Юлия Урманчеева сама жертва обстоятельств. В суде она не появляется. Ее адвокат против СМИ в зале. Почему, если все так кристально честно? На подходе психолого-психиатрическая экспертиза, но покупатели опасаются давления на экспертов со стороны истца. Как-никак, бывший заместитель главного врача инфекционной больницы. Однако практика показывает, что экспертиза не всегда гарант. Какая есть, пока сломанная играет. Историю семьи Ахмадульных вы все, конечно, помните. С 2 детьми они больше 2 лет никак не могут отпраздновать новоселье. Скитаются по съемному жилью, платят ипотеку. Продавец перед передачей жилья просто закрыла двери. Оправдание все то же. Обманули мошенники. Динар более 2 лет не может попасть в собственную квартиру, а суды встают на сторону пенсионерки. И вот уже Верховный суд оспорил решение по делу Ларисы Долиной, а у Динара все никак. Он понимает, тяжба будет долгой. Она так и не была на психолого-психиатрической экспертизе, то есть по-прежнему продавец проживает в моей квартире, по-прежнему время идет,
по-прежнему я оплачиваю ипотеку, я оплачиваю аренду жилья. То есть для нас, для обычных людей, которые не являются звездами, у которых за плечами нет какой-то сильной поддержки, ничего, в общем-то, не изменилось. Собственник квартиры. Я собственник, я здесь прописан. Добро пожаловать в мою квартиру. Доходит и до потасовок. Самое печальное, что заложниками таких ситуаций, как правило, являются ипотечники. А по условиям кредитного договора в случае потери залога ежедневно начисляются пени. Это вынуждает людей объявлять себя банкротами, терять все и отправляться на улицу. Я не собираюсь сегодня ночевать с вами. А у нас нету другого жилья. Нет, понимаете? это не мои проблемы. Идете, значит, куда идете. В историю можно войти, а можно вляпаться. Фраза Жванецкого на все времена. Народная артистка, сама того не ведая, запустила череду подобных дел. И многие они связаны уже не с пенсионерами. В день получения ключей продавец объявил о том, что он якобы перевел деньги мошенникам и написал заявление в полицию. Я столкнулась с тем, что я купила квартиру, и меня хотят оставить без денег и без жилья. Пошла, написала заявление, что ее обманули мошенники и все ее деньги забрали. Теперь она подает в суд, чтобы признать сделку недействительной и вернуть жилье обратно. Проблема серьезная на сегодняшний день. И очень много пострадавших покупателей с детьми, с ипотеками, с кредитами, без квартир, живут в комнатах, коммуналках и так далее и тому подобное. Сдвиги, безусловно, есть, и, очевидно, справедливые решения по подобным делам по стране имеются. По некоторым из них все-таки принимают как минимум двустороннюю реституцию. Это когда суд решает, чтобы вернули, как было. Продавец при квартире, а покупатель при деньгах. Но и тут загвоздка. Продавец, как правило, их не возвращает, потому что нечего. Тянет время или становится банкротом. Поэтому лучше обезопасить себя заранее. Придется таки танцевать эти танцы с бубнами. Необходимо покупателю объекта недвижимости запросить у продавца актуальную выписку, потребовать оригиналы документов правоустанавливающих, внимательно ознакомиться с документами, сравнить, что написано в договоре купли-продажи, кто владеет этим объектом недвижимости и, конечно же, проверить сведения, выписки из ЕГРН. Помимо того, что ты должен изучить документы правоустанавливающие, да, есть ли запреты, есть ли долги, ты еще должен изучить личность самого продавца, то есть в каком он возрасте, есть ли у него дети, ведет ли он соцсети. Не слишком ли много обязанностей у покупателя? Тем временем в Госдуме предлагают узаконить возмещение стоимости жилья, подключить нотариусов и лицензировать деятельность риэлторов. Самое частое предложение – временная заморозка переданных средств и спецсчета. Это может помочь, но пока в теории. В Госдуму уже внесен законопроект по внесению изменений в 179 статью Гражданского кодекса в части как раз добросовестности продавца. Поэтому первая, как говорится, ласточка уже пошла, поэтому я думаю, что с учетом вот этого шума вокруг этого дела, я думаю, решения будут приняты в ближайшее время, как минимум в 2026 году. Пока все думают, мы все еще получаем волну упрощенческих решений, которые наказали невиновных. Но эффект кривого зеркала не бесконечен. Дело Долиной стало уникальным шансом научиться тонко взвешивать интересы. Диляра Юсупова, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Завершая судебную тему, буквально одна реплика. В соседнем Башкортостане происходят события, которые не могут не беспокоить всех соседей. Там с какой-то пугающей частотой начали задерживать и сажать чиновников и руководителей высокого уровня. По данным портала Уфа-1.ру, в списке теперь уже бывший министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов, целый вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев, бывший глава Госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин, первый заместитель Гострудинспекции Башкортостана Азамат Салихов, бывший директор Башкиравтодора Ильдар Юланов и другие чиновники, руководители предприятий, главы районов. На коллегии МВД Башкортостана недавно озвучили цифры. Только в 2025 году в республике к уголовной ответственности за коррупционные проявления привлекли 140 должностных лиц. То есть счет уже идет на сотни. Теперь в Башкортостане набирает обороты, не провожу здесь никаких
аналогий громкое дело деятелей культуры. Сначала был задержан народный артист Башкортостана, директор Государственного концертного зала Башкортостан Вильдан Ярулин. И вот буквально на этой неделе, в пятницу, были задержаны видные башкирские деятели культуры. Директор Башкирского государственного академического симфонического оркестра Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии имени Ахметова Алмаз Саетов. В деле фигурирует фестиваль классической музыки «Романтика осени» и международная книжная ярмарка, проводившаяся в Уфе, Китаб-Байрам. То есть силовики задерживают всех подозреваемых, невзирая на лица, должности и былые заслуги. Абсолютно не соглашусь с некоторыми изданиями, которые считают, что дело деятелей культуры Башкортостана – это черная метка руководству соседней республики. На самом деле подобные события все чаще наблюдаются во многих регионах страны. Складывается ощущение, что чья-то неведомая рука стряхнула пыль со многих лежащих под сукном дел и решила не тянуть с новыми. Так что, похоже, черная метка – это метка всем региональным чиновникам и руководителям, кто не в ладах с законом. И самое главное, это очень ясный сигнал всем региональным элитам. Неприкасаемых больше нет. По всем признакам, маховик коррупционных уголовных дел в регионах только раскручивается. Мы уже привыкли к тому, что Татарстан – лидер по производству молока в нашей стране. И это действительно так. Но молочные реки и кисельные берега могут исчезнуть, как мираж. Уже с прошлого года закупочные цены на молоко снижаются. И в январе они в Татарстане составили 32-35 рублей за литр. А стоимость пол-литровой бутылки воды от 30 до 100 рублей. Продавать водопроводную воду из-под крана в несколько раз выгоднее, чем молоко. Запасы молочки в республике превысили 8,5 тысяч тонн. И это на 40% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Таковы данные Минсельхоза. Склады буквально забиты сливочным маслом, сыром, сухим молоком. Рост запасов обусловлен высокими ценами на местную продукцию и, конечно же, увеличением объемов реализации молочки из Белоруссии по более низким ценам. К сведению, 80% импорта молочной продукции поступает в Россию из Белоруссии. Почему спрос на молоко снижается, а цены для покупателей нет? На кого вынуждены ориентироваться небольшие производители? Пыталась разобраться Татьяна Тимошенко. Пойдем доиться. Принесла молока или еще не даешь? Вечером скажи, принесу. Не нагуляла еще. Это корова наша гордость, это джерсийской породы. Уникальное молоко дает до 7% жирности и пахнет прям мороженым, да? Эта ферма похожа скорее на пасторальную картину. Общительные и ласковые животные, хозяева, которые создают вокруг и внутри фермы условия наибольшего комфорта, когда каждое животное или птица должны получить свою долю заботы и любви. В таком хозяйстве, как наше, себестоимость гораздо выше, потому что условия животных приближены к естественным. Мы даем только зерно натуральное, это у нас смесь, прям зерносмеси. И мы также даем наше вкусное сено и водичку. Уход индивидуальный, поэтому я думаю, что тут, наверное, себестоимость не меньше 50 рублей. Поэтому, когда нам говорят, что надо сдать по 32, то прям, не знаю, так обидно, больно, и мы думаем, что проще, наверное, ничего не делать, чем сдавать по такой цене это молоко. Закупочные цены на молоко за последний год снизились до 30%. С 52 рублей в январе прошлого года за литр до 32 в январе этого. У нас уже фермеры приводили пример о том, что он производит 3-4 тонн молока, у него на рубль упало. Это в октябре было, на 1 рубль упал. Он каждый месяц терял 1 миллион рублей, этот фермер. А если на 9 рублей упал, а если на 20 рублей упал, он в год, если на 9 рублей, то он в год теряет уже 100 миллионов рублей. Это как? Это никак. На съезде фермеров молочная тема звучит из трибуны и в кулуарах. Как будет развиваться ситуация, никто спрогнозировать пока не решается. Это молоко, это издевательство. Пока неизвестно, но в последнее время это было 36-37 было. А зачем мне это надо? Это же с утра до ночи труд такой. Люди не хотят работать.
куда-то в другое место уезжает, с деревни же сейчас. Я как председатель кооператива в сравнении с прошлым годом на 3 тонны молока уменьшился уже. ЛПК, те же фермеры же уменьшают поголовье, продают. Потребительский спрос вообще упал же, падает. Молочной продукции, да. Вынуждены продавать уже дешевле, конкуренция. У вас на складах тоже продукция Ну, это по маслу. Конкуренция, она всегда есть, она и да, завозят в Белоруссии. Как бы на нас это тоже очень сильно влияет. Пока же, судя по ценам на прилавках в магазинах, как конечного звена в цепочке производства, движения нет. И если мотивация, сделанная в Татарстане, срабатывает на молоке и масле, то на полках с теми же сырами главный аргумент – цена. Спрос на готовую продукцию в январе упал на 2%. Склады молокоперерабатывающих предприятий переполнены, более 8,5 тысяч тонн продукции ждут реализации. Но, тем не менее, мы не видим дальше снижения конечной цены на полке. То есть со своей стороны, вот на основании всех обращений, которые в наш адрес поступили, мы отправили дальше наши предложения и обоснования, почему такая ситуация происходит на рынке, в вышестоящие органы, регуляторы и на республиканском, и на федеральном уровне. То есть наши основные предложения, конечно, они заключаются в том, чтобы сбалансировать вот ту ситуацию с переизбытком переходящих запасов на готовую молочную продукцию. Ну и кроме этого, естественно... Попросту это все надо распродавать. Конечно. По данным статистики, пока потребительские цены стоят на месте и даже медленно, но практически по всем позициям ползут вверх. На сливочное масло за неделю индекс составил 100,55%, сыры подорожали на 5 рублей. Больше всего прибавил творог, индекс 100,81%. Покупатели голосуют кошельком. Доля импорта главным образом из Беларуси в конце прошлого года выросла. Себестоимость молока, она ежегодно увеличивается, ежегодно растет. Сегодня, как бы по нашим данным, себестоимость молока, она около 31 рубля. Есть завоз и белорусского молока, который тоже наш рынок немного забивает. Но вот Россия и Белоруссия – это один единый рынок, молочный рынок, который сегодняшний день у нас есть. Между руководством двух государств ведутся переговоры по балансированию рынка, по созданию определенных моментов, чтобы не было и переизбытка, и дефицита, поскольку Российская Федерация на сегодняшний день себя обеспечивает на 86% только молоком. В условиях, когда фермеру нужна понятная цена и прогнозируемый объем продажи, Министерству сельского хозяйства объемы как гарантия продовольственной безопасности производства молока и молочной продукции планируют на государственном уровне. Только увеличивать. К 30 году объем должен достичь 38,5 миллионов тонн. И Татарстан в этой гонке оказался не только лидером по производству, но и по темпам прироста. А что делать? Перерабатывать наше молоко, глубокую переработку сделать. Будет получаться, что если мы много переработали, из единицы молока получили 5 видов продукции, я думаю, что пойдет на уменьшение цены и на масло сливочное, я имею в виду, и на другие продукты. На сегодняшний день государственная поддержка у нас в республике, она у нас сохранена, это тоже хорошая поддержка. Не надо, как я говорю своим нашим предприятиям, не надо считать прямой поддержкой молока и больше ничего. Сегодня по другим направлениям очень много поддержки у нас, по технике поддержка, на покупку поголовья, на литр молока по малым формам хозяйствования у нас сохранена федеральная поддержка. Вся эта поддержка, она в любом случае в едином совокупе поступает в хозяйство. Сегодня по технике мы на текущем году планируем около 4 миллиардов по технике только денежных средств до хозяйств довести. Падение закупочных цен на молоко коснулось и крупные предприятия, и маленькие хозяйства. И здесь у каждого своя стратегия. На этой ферме выбрали бизнес-предусмотрительность. Не класть все яйца в одну корзину, то есть развивать сразу несколько направлений, ища и скорее воспитывая своего покупателя, пока не появится белый свет в конце ценового тоннеля. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. В детстве я угорел в деревенской бане. Бабушка раньше времени закрыла печную заслонку, и я тихо уснул. Спасло меня только то, что я упал у неплотно закрытой двери, и когда меня нашли, был еще жив. Тихий убийца, моноксид углерода или окись углерода, на понятном для всех языке угарный газ, является продуктом горения веществ, имеющих в своем составе углерод.
Он бесцветен, не имеет запаха и поэтому убивает тихо и незаметно. Татарстан в только что начавшемся 2026 году уже поставил антирекорд. Только за январь от отравления угарным газом в республике погибли 8 человек, 11 взрослых и 5 детей оказались в больнице. Для сравнения, за весь 2025 жертвами тихоубийцы стали 5 человек, пострадали 48. Причины эксперты объясняют рядом факторов. Неисправность дымовых и вентиляционных каналов, вмешательство в работу газового оборудования, самовольный ремонт, неисправность приточных отверстий. В одном из домов, где погибли люди, газовый анализатор имелся, но, конечно же, как у нас привыкли, был выключен. В прошлом году в 11 тысячах квартирах полностью прекратили подачу газа до устранения нарушений. Татарстанские газовики предлагают при поддержке муниципальных властей для решения проблемы и спасения жизни людей запустить такую некую программу дегазификации. Это подразумевает полный или частичный отказ от старых газовых колонок. Особенно это актуально для хрущевок, построенных в 50-е, 60-е годы. Во многих домах длительная эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов привела к нарушению их герметичности. Ремонтировать можно, но только это очень затратный и трудоемкий процесс имеет недолговременный эффект. Еще одна радикальная мера. С 1 марта в республике стартуют тотальные проверки дымоходов. А в квартирах собственников, не допустивших газовиков для проверки, голубое топливо отключат без промедления. Репортаж Ленара Валиулова. Если говорить об атмосферных... Данная колонка, она турбированная, то есть здесь те же самые требования к газовому оборудованию. Они более мягкие, потому что воздух забирается с... Сегодня рынок газового оборудования предлагает богатый выбор газовых колонок. Настенные, напольные, атмосферные, интегрируемые с системой «Умный дом», эстетично вписывающиеся в архитектуру кухни, а некоторые практичны именно в частном доме. Они в основном в своем атмосферные. Тоже бывают турбированные, которые берут воздух с улицы, но в основном деревенские бабушки, маленькие эти домики бревенчатые. Только как выясняется, благо нашей нынешней развитой цивилизации несут и большую опасность, которую человек создает сам, игнорируя требования техники безопасности, инструкций и элементарной логики. Опасность, называемая в народе тихим убийцей, угарный газ. Угарный январь унес жизни 8 татарстанцев. 16 человек, 5 из которых дети, оказались в больнице. Мы же его не видим. Газ, даже продукты его сгорания, они визуально ты их можешь не лицезреть сразу же. То есть копоти нет, ничего не горит. 12 января в Казани на Сибирском тракте супружеская пара стала жертвой работающего при закрытых окнах газового котла. При этом, как предполагают специалисты, тяги вентиляции не было. 19 января в Нурлате в газифицированной бане были обнаружены тела 2 мужчин. Причины выясняются, но предварительно уже понятно, что они отравились угарным газом. 9 января Верхний Услон. Из-за демонтированного дымохода, забитого вентиляционного канала, в угарном вакууме погибла семья из 4 человек, в том числе 2 детей. Об опасности их мог предупредить имеющийся в наличии газовый анализатор, но он был отключен. Эти приборы должны с какой-то периодичностью должны проходить поверку. То есть, видимо, у него уже лет 10 этот сигнализатор был. Когда он неисправный, то есть, соответственно, уже он начинает пищать. Он пищит. То есть он начинает реагировать, грубо говоря, включил газовую плиту, у него повышенная чувствительность, и он начинает работать. Он просто ее вытащил, чтобы он не пищал. Рустам Миниханов поручил усилить контроль в вопросах обеспечения эксплуатации газового оборудования в жилых домах. В целях профилактики происшествий местными администрациями, подразделениями МЧС, газовыми службами, управляющими компаниями, государственной жилищной инспекции следует усилить работу по патрулированию населенных пунктов, уделив особое внимание состоянию газового оборудования, вентиляции, электро- и отопительных приборов. Обойтись без жертв помогли бы, по словам специалистов, газовые анализаторы. Но не у всех они установлены, хотя бюджет не такой большой по нынешним меркам. Есть клапан-отсекатель, который ставится на подводящий газопровод перед газоиспользующим прибором после крана. Соответственно, ему нужно лишь питание.
ставится сигнализатор по дыму в комплекте, ставится датчик по метану, если утечку газа обнаружили, да, либо ставится датчик по угарному газу. Все. Цена вашей безопасности. Ничего. Здесь это в районе бюджет 3-3,5 тысячи. Да, так точно. Специалисты татарстанского «Газпромтрансгаза» проводят ежегодные профилактические проверки с последующими выводами и действиями, порой довольно жесткими, вызывающими недовольство граждан. Вот смотрите, здесь он указывает, что есть утечка газа. Отключите ли вы сейчас колонку? И каким образом мне нужно будет отключается колонка? Сколько это? В текущем году подобное возмущение газовики слышали более 10 тысяч раз, а именно 10 741 квартира были временно отключены от подачи газа. То есть, если переложить это число на предотвращенные трагедии, то газовики спасли население небольшого города. На брифинге о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования во вторник журналистам были показаны причины, почему в лютые холода лютуют газовики. Газовое оборудование в шкафах запрещено, системы вентилирования открыты. Значит, вот это когда окно закладывается кирпичом и вставляется труба, это повсеместно. Мы очевидно, наглядно пытаемся доказать и донести, что все неимоверно просто. Нужно сделать просто определенный набор действий, и все будет хорошо, будет тепло, горячая вода, а проблем не будет. Особую озабоченность у специалистов вызывают применение гражданами своих практических знаний при ремонте и замене газовой колонки. В 2025 году только в Казани самоделкины затопили газовые стояки и фасадные газопроводы в многоэтажках в 27 квартирах. Что еще больше возмущает, 319 раз граждане свое жилье для проведения профилактики вообще газовиков не пустили. В Бугульме жители улицы Мусы Джалиля и улицы Лазо мало того, что не пустили инспекторов, так еще и проигнорировали предписание. Законный итог – штраф 10 тысяч рублей. Только бывает, что подобными вредительскими действиями нарушители рискуют не только собой, но и жизнями соседей. Как то было в 2020 году в Орехово-Зуево Московской области. Неисправность газовой колонки привела к взрыву настолько сильному, что сложился целый подъезд. Погибли люди. Ничего не поняла. Просто резкий хлопок? Резкий хлопок, мне как дало, я упала. И потом встаю в квартире непонятно чего. И кричат: помогите. Как быть? В группе риска прежде всего находятся хрущевки 50-х-60-х годов. За полвека эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов нарушена герметичность. Ремонтировать дорого, трудоемко и недолговечно. Также в этот список попадают общежития, где нет персональной ответственности проживающих. В целях кардинального снижения рисков в ветхом жилом фонде специалисты предлагают полную или частичную ликвидацию газовых колонок. Их замена на электрические аналоги позволит существенно повысить уровень безопасности проживания граждан. Процесс дешевле как для бюджета региона, так и для кармана жителей. Самая критичная история для всех наших городов – это общежитие. Для Минстроя, для инспекции совершенно принципиально вот эти 177 общежитий, решение по ним принципиальное тоже есть. Значит, надо, чтобы с муниципалитетов движение началось, мы в них должны дегазифицироваться. А с 1 марта планируется полномасштабная проверка газового оборудования квартир и домов. Раз в 12 месяцев приходит газовик, он обязан теперь, оценить в цифре два параметра: воздухообмен и разреженность шахты. Не пустить шансов ноль. Мы все равно, в крайнем случае, мы получим судебное решение, да, если нам очень сильно нужно. Но то, что мы отключим, это 100%. Дом без газа – это меньшее зло, чем дом, в котором есть угроза безопасности нашей жизнедеятельности. Вам не нужно беспокоиться о том, что у вас сосед оставит открытыми конфорки. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваш ребенок неправильно что-то будет делать. Да? Вам не нужно беспокоиться о том, что продукты сгорания останутся у вас в квартире. У вас вообще такой проблемы не остается. Летальная опасность от игнорирования требований к эксплуатации газового оборудования очевидна. Когда речь идет о жизни граждан, придется смириться и с непопулярными решениями. Но это нужно. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Таким руководителям, как Батянчук, как Беляев,
эта работа была организована. Они служили стране, городу, КамАЗу, и мы на этом воспитались. Победители на Каме. Автоград отмечает двойной юбилей. Чем удивит? Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь он принял участие в работе крупнейшей в мире выставки пищевой промышленности Gulf Food. Раис республики принял участие в открытии российского национального стенда и провел переговоры с зарубежными партнерами. Более 66 тысяч нарушений закона выявила прокуратура Татарстана в минувшем году. Итоги работы ведомства подвело на коллегии с участием премьер-министра Алексея Песошина. К 30-му году искусственный интеллект должен наработать в каждой отрасли Татарстана, от медицины и строительства до архивов и сельского хозяйства. А высокоскоростной интернет уже в ближайшем будущем должен дойти до каждой деревни. Такие задачи Рустам Минниханов поставил на итоговой коллегии Минцифры. Перспективы развития речных грузовых перевозок во взаимодействии с ЖД и автотранспортом обсудили в Казани. Состоялся круглый стол. В нем приняли участие Рустам Минниханов, председатель комиссии Госсовета страны по направлению эффективной транспортной системы Алексей Циденов и по видеосвязи федеральный министр транспорта Андрей Никитин. Тема общественного транспорта стала главной на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики с участием Рустама Минниханова. Работа и состояние общественного транспорта, нехватка маршрутов в городах и между населенными пунктами не раз подвергались критике. Целый ряд специалистов предложили свое видение, как можно улучшить эту сферу. Аномальные снегопады стали главной темой на республиканском совещании в Доме правительства. В Казани за сутки с улиц вывезли 26,5 тысяч тонн снега. Это рекорд с начала зимы. В столице уже сутки действует план «Буран». Рустам Минниханов поручил организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб. Мы продолжаем программу «7 дней». На этой неделе в Набережных Челнах прошла торжественная церемония, которая фактически дала старт празднованию двух ключевых юбилеев города и КамАЗа в 2026 году. Самим Челнам исполняется 400 лет, и 50 лет в этом году исполняется с того исторического дня, когда с конвейера сошел первый грузовик КамАЗ. Такой вот во всех смыслах знаковый год, который без сомнений запомнится целой чередой памятных мероприятий и открытий. А начало ему положено замечательное. В ДК «Энергетик» Челнов состоялось специальное гашение юбилейной почтовой марки. Ее дизайн включает узнаваемые символы Челнов: городской герб, монумент «Родина-Мать», современный бизнес-центр и, конечно, панораму берега Камы. Телеканал ТНВ готовит «Автограду» свой подарок – документальный фильм «Победители на Каме», который охватывает все периоды становления, развития и современной жизни набережных Челнов от 1626 года и первых переселенцев на реке Кама во главе с Федором Поповым до обретения статуса города в 1930 году, от первостроителей КамАЗа и строительства Нижнекамской ГЭС до выпуска первого, а затем миллионного грузовика. И, конечно, до нынешних успехов Челнов, города, который на наших глазах превратился в крупнейший в масштабах всей страны промышленный и технологический центр, красивый, комфортный для жизни мегаполис. Тимур Бекмурзин с подробностями. Город надежд, город ветров, город мечта и сбывшихся снов, город, который построили мы, наши Челны. Это удивительные свойства, которые присущи нашим Челнам. Свойства характера или даже выражение сути города на Каме. Оставаться всегда молодым и энергичным, вольным, гордым даже свои почтенные 400 лет. Да-да, не удивляйтесь, именно в этом году набережным Челнам 400 лет, а КамАЗ отмечает ровно полвека с того исторического дня, как с конвейера сошел первый легендарный советский грузовик. И, наверное, можно говорить про магию цифр, а логичнее, про закономерный, поступательный путь становления и развития, еще раз подчеркнем, вечно молодого города. Ретроспективно вечер четверга в ДК «Энергетика» это очень точно и красочно показали со сцены. Вся история Челнов, от первых переселенцев во главе с Федором Поповым до челнинского городка-крепости, богатого торгового села, обретения статуса города в 1930 году, периода революции, надежного тыла в годы Великой Отечественной и, конечно, история зарождения современного автограда, автомобильной столицы России и строительства Нижнекамской ГЭС.
В фильме ТНВ, который мы готовим к эфиру в юбилейный год, также будет подробно рассказано и показано не только как велась эта ударная всесоюзная комсомольская стройка, но и как принималось решение строительства сначала Нижнекамской ГЭС, а затем и Камского автозавода. Как это было совсем не так однозначно и просто, и какую недюжинную смекалку и напористость проявили руководители советской Татарии и прежде всего Фикрят Табеев. Фикрят, я тебя услышал. Подумай. Без Советского Союза это было бы невозможно. Ну и таким руководителям, как Батенчук, как Беляев, эта работа была организована. Но нельзя забывать, что первым секретарем обкома партии был Фикрат Табеев, который был очень авторитетным на союзном уровне. И, конечно же, само решение по принятию строительства завода и другие вопросы, они были связаны с этой фамилией. Это было действительно время великой стройки и незаурядных личностей и руководителей, таких как легендарный батя Евгений Никонорович Батенчук. Под мою ответственность скажешь, батя добро дал. Батя? Но Батенчук я. Все пойму там. Давай. Раиса Киямовича Беляева, не менее легендарного председателя Челнинского горкома партии. Папа был занят на работе, это точно, я его видел редко. Но мы все равно все свободное время он старался провести с семьей. Много выезжали на природу, на охоту ездили. То есть вот такие удовольствия были в детстве. Это была учеба. Мы учились на этих руководителях, потому что они были глубоко образованные, государственники. Они очень были эмпатичны, они понимали людей. Они поднимали, вдохновляли и показывали образец служения. Они служили стране, городу, КамАЗу, и мы на этом воспитались. Любой город Российской Федерации, любой субъект Российской Федерации считал бы за счастье и за честь иметь на своей территории такой крупный по мировым меркам автомобильный завод. Такая честь и такая возможность выпала только нашему городу, в котором мы сегодня с вами живем и активно работаем. Современную историю набережных Челнов пишут дети, внуки и даже правнуки первостроителей КамАЗа. Их идеи и устремления все такие же возвышенные. Требование, чтобы он был такой хорошей проходимости, машина. Ну, больше грузоподъемности такой. А по-моему, машина должна быть такого типа, как КРАС. И смелые только уже для своего времени. У КамАЗа будущего будет программа беспилотного управления. КамАЗы будут везде. Везде. Спустя полвека после выпуска первого КамАЗа это город идей, город надежд, город настоящих людей, которые дорожат своим городом, любят город и гордятся, потому что многие здесь родились, многие здесь, значит, что-то добились. Вот что касается коренных челнинцев, то эти люди заводные. Они всегда с какой-то инициативой, и они, слава богу, не потерялись. И не случайно в набережных Челнах существует челнинское землячество, в которое входят как раз коренные челнинцы. Я периодически проезжаю по городу, и каждый раз меняется Челны. Улицы меняются, дома строятся, детские сады строятся, школы, все. Город растет. Современный, красивый. Ну и, конечно же, особый город вызывает, как у нас стремительно растет промышленность в Челнах. Город надежд, город ветров, город мечта из сбывшихся снов, город, который построили мы, наши Челны, наши Челны. Набережные Челны начинают свой юбилейный год очень достойно, красиво, информативно, с церемонии специального гашения юбилейной почтовой марки, посвященной 400-летию основания города. Впереди целая череда мероприятий, памятных открытий и новых таких же теплых встреч. У Челнов все только впереди во всех смыслах этого слова.
Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Александр Лобанов. 7 дней. Еще один красивый и знаковый юбилей для Татарстана. 29 января физкультурно-спортивному обществу «Динамо» в республике исполнилось 100 лет. Это по-настоящему золотая эпоха. Спортсмены татарстанской организации становились неоднократными чемпионами СССР. Мировой олимпийский пьедестал покорялся фехтовальщицам Нелле Гилязовой, Валентине Никоновой и Ольге Князевой. Лыжник Федор Симашов из Заинска дважды становился чемпионом и призером 2 олимпиад. Тяжеловес из Бугульмы Николай Колесников за годы своей спортивной карьеры установил 8 мировых рекордов и 17 рекордов СССР. А ведь в трудные 90-е и начало нулевых мы могли потерять эту кузницу татарстанских спортсменов. Общество затухало. Только энтузиазм и вера одного человека смогли возродить из руин эту некогда мощную спортивную структуру. Уже будучи министром МВД, Азгат Сафаров, адепт спорта и здорового образа жизни населения, при поддержке правительства республики и своих коллег реанимировал и вывел на передовые рубежи организацию с великой историей. Были построены центр хоккея на траве на Оренбургском тракте, центр волейбола на Мидхата Булатова. И уже в новейшей истории Татарстана мы гордимся именами лыжницы из Бугульмы Ольги Даниловой, стрелка-стендовика из Тетюши Светланы Деминой, гимнастки Анастасии Колесниковой, волейболиста Андрея Егорчева, легкоатлетки Гульнары Самитовой-Галкиной, триумфатора Пекинской Олимпиады. И так можно перечислять всю нашу программу. В командных видах спорта, в хоккее на траве, в хоккее с мячом, в мужском, женском волейболе, татарстанским командам по числу трофеев нет равных в России. Республика умеет не только воспитывать чемпионов, но и помнить об их заслугах и вкладе в историю. И еще, на прошедшем на этой неделе в четверг торжественном вечере, посвященном столетию спортивного общества «Динамо Татарстана», председатель общества «Динамо России» Анатолий Николаевич Гулевский сообщил собравшимся, что спортивное общество «Динамо Татарстана» объявлено лучшим спортивным обществом среди регионов России за все 100 лет существования «Динамо» в нашей стране. Мы поздравляем всех динамовцев Татарстана с этим выдающимся достижением. Ленар Валиулов продолжит. С 27 по 29 апреля в Казани проходил чемпионат страны по фехтованию среди женщин. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале советские фехтовальщики заберут 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, став первыми в общем зачете. В копилку золотых достижений свой огромный вклад тогда внесли наши девушки из Казани. Представительницы физкультурно-спортивного общества «Динамо» Найля Гилязова, Ольга Князева и Валентина Никонова. Путь к успеху был непрост. В 1976 году первенство Союза было в Казани, во Дворце спорта. И тогда определился уже, как мы бы выступили, так и определил состав команды. И тогда нам объявили, что на Олимпиаду поедем 3. Значит, Валя, Оля, я, Лена Белова и Валя Сидорова. От Олимпиады к Олимпиаде на чемпионский пьедестал ступала нога татарстанца. Сотни спортсменов становились костяком достижений советского спорта. Рядом с нашими спортсменками. Чемпионская преемственность сохранилась. Мы до сих пор кузница спортивных кадров. Десятки спортсменов из современного Татарстана сегодня основа российского движения быть выше, сильнее, быстрее. Демонстрируя кубки, на стенде достижений Слават Гайсин, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо», немного удивил нас. Пытался найти хоть один кубок за 2-е место. То есть вы сейчас пытаетесь найти на 2-е место? Да. Гордился первыми местами, но занять 1-е, 2-е, 3-е место — это очень почетно, конечно. Среди всех динамовцев России, между которыми проводятся ежегодные спартакиады, мы лучшие. Из 13 спартакиад, которые всего были проведены по новейшей истории, которая существует, мы заняли 7 раз 1-е место, спартакиадой общекомандной. 2 раза мы заняли 2-е место, 1 раз, по-моему, 3-е.
Жестокие 90-е могли бы помешать нашему сегодняшнему диалогу. Этих наград могло бы и не быть. Но в начале нулевых повезло. Новое руководство МВД Татарстана в лице Асгата Сафарова поставило себе задачу вновь возродить ту мощную силу, которая оздоровит гражданское общество, заберет детей и молодежь с улиц, выведет Татарстан на новые уровни своего развития. За 2 десятилетия республика и энтузиасты татарстанского «Динамо» планомерно спасали спорт. В республике построили центр хоккея на траве. В 2007 году там открыли его, там в 2008 отбор на Олимпийские игры на нем проходил. Там много серьезных таких соревнований было, чемпионат Европы был проведен. Дальше уже построили центр волейбола в Солнечном городе. Тоже благодаря чисто стараниям Асгата Ахметовича, конечно, потому что он очень большой любитель волейбола и вообще спорта любитель. Так был спасен татарстанский волейбол, мужские и женские коллективы, гроза российского чемпионата, кумиры детей и взрослых, культ поклонения для тысячи болельщиков. Мужской кубок чемпионата России по хоккею на траве из Казани не уезжает уже второй десяток лет. Наши казанские парни – основа сборной страны. Пришел я в далеком 2001 году, тренер Шамиль Виссарионович из школы набрал нас ребят, мальчишек. И с тех пор этот спорт затянул нас, общество «Динамо» взяло нас под свое крыло. Поздравляю всех, кто носит форму с буквой «Д», динамовского, крепкого здоровья. Искренне поздравляю всех динамовцев со столетним юбилеем. Так держать, мужики, молодцы! Свой столетний юбилей Татарстанское физкультурно-спортивное общество отмечало 29 января в новом театре Галиаскара Камала. Богатый на подвиги путь наших спортсменов в фойе культурного центра Казани. Выставка характера и истории каждого чемпиона в отдельности и чемпионского Татарстана в общем. Глядя на эту выставку, мы считаем, что это и про историю, и про молодых динамовцев Татарстана. Потому что без истории нет будущего. Поздравить родное общество пришли как свои воспитанники, так и гости Казани. Преображение Казани, конечно, мы наблюдаем за все эти годы. Просто восхищаемся, насколько быстро и качественно это делается. Уровень развития и уровень сегодняшней Казани – это европейский шикарный город, куда стремится весь мир. Мне нравятся люди казанцы, мне нравятся. Они такие ответственные. Мы сколько бы ни проводили соревнований, мы уже знаем заранее, что в Казани все пройдет на высшем уровне. «Динамо» Татарстана, но всегда было лидером впереди, и все старались равняться именно на нашу организацию. Да. Спортивная столица России, спорт здесь на высшем уровне. И очень горд представлять Республику Татарстан. На мировой арене, на российской арене. Вы посмотрите вокруг, посмотрите на количество спортивных объектов, команд мастеров, которые регулярно радуют своих болельщиков медалями и золотыми, в том числе чемпионства российского. Ну и про индивидуальные виды спорта не надо забывать. У нас хорошее подрастающее поколение, и у нас самое главное есть преемственность. У нас есть опыт кое-какой, который мы передаем. За свою славную столетнюю историю «Динамо» воспитала тысячи талантливых спортсменов и наставников. Подготовила чемпионов и призеров Олимпийских игр и мировых первенств. Ну и самые теплые слова заслуживает коллектив Татарстанского общества «Динамо» во главе с Асгатом Сафаровым, бессменным руководителем общества с 1998 года. Впервые в истории региональное общество было награждено орденом. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан награждена ОФ Общественно-государственная организация Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республика. Особую роль татарстанского движения отмечают и в России. Казань, например, в 2023 году принимала первые динамовские игры, которые решено было проводить каждые 5 лет. Уровень был показан настолько высокий, что руководство общества со сцены Камала обратилось с предложением о проведении игр в Казани снова. Если не будет подходящего лидера и подходящего региона, буду просить вас, чтобы вы вновь приняли наши динамовские игры. Помимо теплых слов, Анатолий Гулевский вручил Асгату Сафарову драгоценный сувенир. А вручу я этот сувенир абсолютному чемпиону по
управлению региональной организации Азгат Ахметович. Уважаемый Рустам Гагарович, Анатолий Николаевич, дорогие гости, позвольте мне от имени общественной государственной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан поблагодарить вас за высокую оценку деятельности нашего движения. Я искренне признателен лично вам, Рустам Гагарович, Митиму Шарифовичу, которые все эти годы поддерживали наше динамовское движение. У этих детей есть будущее. С ними работают тренеры, которые учат не только ставить удар, но и держать его. Дело в характере. Вот чем способнее ребенок, да, тем сложнее с ним работать. Понимаете? Потому что надо... Это же не просто лапу подержал или потренировал, это психология. Здесь рождаются хорошие боксеры, стойкие, сильные. А еще это будущее поколение чемпионов умеет уже в свои чуть более 11 лет ставить конкретные цели. Выйти на профессиональный ринг, стать чемпионом, и чтобы у меня было много фанатов, чтобы у меня было много наград, и я мог обеспечить свою семью. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Только нужно найти к ним подход, воспитать, а потом поддерживать. Философия татарстанского «Динамо» дает свои плоды. Из этих вот юных энтузиастов с огоньком в глазах и рождаются столпы здорового общества. Ленар Валиулов, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Ну вот и наступил последний месяц зимы, а значит, весна неизбежна. Как говорят татары, «Усалтель кышкебек, якшитель яскебек». Злые языки, как зима, а добрые слова на душе весна. Не жалейте добрых слов, друзья мои. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмес, в студии Динар Бадрудинов. На предстоящей неделе погода в Татарстане будет неустойчивой. Интенсивность осадков немного уменьшится. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-западе республики в Тетюшском, Буинском, Дрожжановском, Камско-Устинском, Апастовском и Кабельском районах будет облачно, иногда с прояснениями. Снег, по предварительным данным, прекратится только к следующим выходным. Температура днем в середине недели опустится до 18-19 градусов мороза. Затем будет 12-13 градусов. В воскресенье она резко поменяется и поднимется до -3. Ночью будет от 13 до 22 мороза. В центральных районах Нурлате, Аксубаево, Новошишминске, Чистополе, Мамадыше и Черемшане облачно. Во второй половине недели с прояснениями. Снег будет идти в будние дни, выходные без осадков. Что касается температуры, то днем она составит от 3 до 20, ночью от 15 до 22 градусов ниже нуля. На юго-востоке республики в Альметьевске, Лениногорске, Бугульме, Павлах, Урусу, Азнакаево и Заинске похожая картина. Днем всю неделю довольно холодно, от 11 до 18 мороза. Только в понедельник и воскресенье -5. Ночью также морозно ожидается от 13 до 22 градусов со знаком минус. Снег разной интенсивности обещают всю неделю, кроме субботы. На северо-востоке, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Сармановском, Актанышском, Мензелинском и Агрызском районах облачно, временами с прояснениями. Снег будет идти каждый день. Температура днем составит 14-17 градусов мороза. В первый и последний день недели -2, -5. Ночью прогнозируют от 14 до 22 мороза. На северо-западе республики в Сабинском, Тюлечинском, Кукмарском, Арском, Атнинском и Балтасинском районах облачно, с прояснениями. Здесь также подморозит. Самый холодный день среда. Температура опустится до -20 градусов. Самые холодные ночи в понедельник и во вторник, когда столбик термометра опустится до 22 градусов ниже нуля. В остальные дни дневные температуры составят от -3 до -18, ночью от -15 до -21 градуса. В Казани осадки также обещают практически всю неделю. Ожидается переменная облачность. Температура днем в течение недели составит от 10 до 18. В
В воскресенье будет резкое повышение до минус 1 градуса. Ночью от 14 до 22 градусов мороза. Это был прогноз на предстоящие 7 дней. Зима в этом году радует нас по-настоящему зимней погодой. Февраль обычно также бывает снежным, однако в этом году, по прогнозам, последний месяц зимы подарит нам много солнца. Так что ждем. Всего доброго. От Наларгас. Умышлы болсын.